Hello guys, Habibi, come to Dubai. Мы все в курсе, что в Дубай летят те, у кого есть деньги. В этом ролике я хочу показать вам, что при желании сюда можно прилететь и с небольшими деньгами, провести свой отпуск с пользой, увидеть все своими глазами и улететь обратно с положительными эмоциями. Так что давайте вместе будем двигаться и смотреть на Дубай. Погнали! Ассаламу алейкум, друзья, приветствую всех. К сожалению, этот выпуск мы снимаем не у нас в горах Чеченской Республики, а в Дубае. И пока мы не начали, посмотрим, как я сюда попал, и вернемся сюда обратно. Раз уж мы начали тему, как я туда попал, давайте по порядку. Зашел на сайт Aviasales, где мы обычно покупаем билеты. Купил билет Грозный-Дубай. Смотрю, с Грозного есть прямые рейсы и цены тоже недорогие. Мы приехали в аэропорт Грозный, и уже чувствуется атмосфера Дубая. Представьте, когда я летел со Стамбула в Грозный, я был именно в этой одежде. Даже, Валя, покажи, даже носки все те же. И совпадение, не думаю. Внимание! Авиакомпания ЮТР предоставляет горячее питание пассажирам задержавшегося рейса 733 Грозное-Дубай. Так, за причиненный ущерб нам вот это все дали бесплатно. Так, здесь кукурузная каша, масло, чай с лимоном. Спасибо большое. До получения просим пройти на второй этаж в кафе «Лайнер». Представьте себе, наш рейс перенесли на 9 часов. Теперь объявляют, что перенесли еще на 11 часов. А так мы должны были вылететь с Грозного в 5:30. Из-за сильного тумана перенесли наш рейс. Сейчас как раз время намаза, и совершим утренний намаз вот в этой прекрасной мечети. И будем ждать и надеяться на лучшее. Вы не поверите, но наш рейс опять перенесли на час дня. Вот, сидим, ждем. Мы должны ждать часами, хотя бы начну монтаж. Это уже не шутки. Мне даже говорить об этом уже смешно становится. Но наш рейс перенесли на 2 часа. Вот такие вот дела, друзья. Наконец-то прошли регистрацию. Говорят, наш самолет прибыл целым и невредимым, слава богу. И тот, кто знает вот этот зал ожидания, тот знает. Да, Да. Категорически запрещается в течение всего полета
Наконец-то мы сели в самолет на часах 19:10. Очень сильно хочется спать, недостаток сна дает о себе знать. Голова вообще не соображает. Да, конечно, устали. Настроение шикарное. Можно через клапаны поддува. Это очень интересная инструкция, как пользоваться самолетом. Увидимся в Дубае, а я спать. Сейчас пролетаем Тегеран, а это уже Объединенные Арабские Эмираты, Дубай. Мы на посадку. Вот так я и оказался здесь, в Дубае. Так, мы сейчас идем на паспортный контроль. Смотрите, друзья, вот это я понимаю отношение. Дали вот такую сим-карту с 1 гигабайтом при регистрации совершенно бесплатно. То есть первая проблема, которая возникает у туриста, когда он въезжает в чужую страну, это отсутствие интернета. Он не может добраться до своего отеля, пока не купит сим-карту и не подключит себе интернет. А здесь вот эта проблема решена. И ты можешь сообщить своим близким, что ты прибыл и с тобой все хорошо. Спасибо, лайк. Да, сейчас откроем нашу симку и поставим. Здесь даже есть иголка для открытия слота сим-карты. И сама сим-карта. Вот. Сейчас поставим и будем пользоваться. А мы вышли с аэропорта, чтобы не платить таксистам $150. Мы решили с Валидом пойти туда пешком. И туда где-то 6 или 7 километров. 7 километров для нас это, можно сказать, вообще ничего. Разминка. Да, разминка. Погнали. Так, мы проделали путь уже 4 километра, осталось 3. Немножко отдохнем и двинем дальше. Валид, устал? Да, устал. Сейчас активирую сим-карту и дальше больше. Да, время 2:19. Мы обменяли $100 и нам дали... Сколько там, Валид? 355 дирхамов. 355 дирхам. Без учета НДС. Все, понял. Очень сильно проголодались. Валид ищет для нас самую вкусную еду. Валид разбирается в арабской кухне. Да, очень долго выбирали, но в итоге заказали шаурму по стандарту. Шаурма очень вкусная. Валя, ты со мной согласен? И авокадо. Такой вкусный сок авокадо я не пробовал еще. Все, приятного нам аппетита. Валид? А? Он-то это не Бурдж-Халифа случайно? Нет. Ясно. Я? Мы так и не добрались до назначенной цели. Мы остановились в мечети на утреннюю молитву. И у меня такое ощущение, как будто сегодня пятница. То есть людей собралось настолько много, как будто на пятничную молитву. Так что очередной респект и лайк. Это круто.
Валит, давай, приди в себя, брат. Come to Dubai, Habibi, да? После утренней молитвы мы уснули в мечети. Только что проснулись. На часах 7 часов 17 минут. Немножко придем в себя и продолжим наш путь. Мы сняли номер в отеле, и из описания этого ролика вам уже должно быть понятно, что мы не будем заселяться в дорогой отель. Так что давайте покажем вам этот номер и что здесь есть, чего нету. Давайте посмотрим. Номер у нас двухместный, с двумя раздельными кроватками. Есть вот такое зеркальце, холодильник в идеальном состоянии. Вот здесь вот для вещей шкафчик, телевизор, кондиционер, валит. И вот две тумбочки, на которые можно положить ваши вещи. И вот такая ванная комната. Довольно-таки неплохо, жить можно. И главное, не грязно, да, Валит? Да. За этот номер мы платим $31 в сутки. И я извиняюсь за мой охрипший голос. Заранее спасибо за понимание. Да, еще имеем вот такой вид из окна. Сейчас мы идем смотреть старый Дубай. Надо переплыть вот эту речку и сесть на эту лодку. Эта лодка называется Абра. Мы сейчас находимся в районе Аль-Сиф, это старый Дубай. Именно отсюда начал зарождаться Дубай, который мы сегодня видим. А сейчас я вам покажу колорит и архитектуру старого Дубая. И в этом выпуске вы узнаете много чего интересного о Дубае. Так что досмотрите этот ролик до конца, ставьте пальцы вверх, напишите комментарии, а мы начинаем. Именно вот так выглядели и одевались арабы, катались на верблюдах, занимались рыболовством. Потом, как мы знаем, у них нашли нефть, и они сделали правильный подход к этому и начали строить и развиваться. Также в этом районе есть множество магазинов, где вы можете купить сувениры, национальную одежду и много чего другого. Давайте зайдем и посмотрим, что у них есть. هذا Харвуер, это массажер, да? Массаж? Вот эти всякие арабские кулоны. И посуда в стиле Arabian.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Nasılsın? Yok, Çeçenistan. Şişan. Hello guys, Habibi, come to Dubai. Like. I love you. Chechenistan. I am from India. 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 Shishan, I love you. I love you. I love you. Thank you. Where are you from? Shishan, Chechenistan. Okay. Вот, знаете, что я заметил? Здесь люди очень приветливые, нету никакой агрессии, все тебя там приветствуют. Но такое ощущение, что все люди твои родственники. Давай поднимемся туда и посмотрим, что там. Давай. Ресторан. Смотри, вот посмотрим сейчас, как они нас вот поприветствуют. Hi. Hello. Салам алейкум. Просто они стесняются камеры. Thank you. Вот отсюда вид шикардос. А? YouTube. Купить. Опа! Также можете купить мед. We have ginger for car, for cold. This is very nice. Разные сорты. Cider mountain with ginger. Очень вкусно. Лайфхак. Как пробовать бесплатно мед. We have top cider. This is very good for medicine. Small piece. Ну, так много меда я в своей жизни еще не ел. Все, thank you. Тем, кто прилетает в Дубай, я настоятельно рекомендую посетить этот район. Как вы видели, здесь все очень красиво и все выполнено в старинном стиле. Именно в таких домах жили арабы. И здесь вы можете купить подарок своим родным и близким и уехать отсюда с положительными эмоциями. Так что здесь точно стоит побывать. Жирный лайк этой локации. Еще одна причина, по которой вы должны сюда приехать. Тут отдыхается очень хорошо. Это наглядный пример вам. К нам сейчас подошла охрана этого района, и нам объяснили, что тут нельзя брать интервью, и с нас взяли расписку, что мы не будем выкладывать это в социальные сети, и взяли наши паспортные данные, записали все соцсети и сказали, завтра надо сделать разрешение на видео. И, иншаллах, завтра приедем и обязательно сделаем это разрешение. Сейчас мы зашли в магазин, мы ищем для меня футболку. Я все свои футболки и, можно сказать, все вещи оставил дома. И потому что тут все по очень доступным ценам. Так, выбрали для меня вот такую футболку, стоит сколько там? 19,95 дирхамов. Это в рублях где-то 350 рублей. Дирхамы умножаете на 18 рублей и получаете рубли. Вот так вот сейчас будем примерять и посмотрим. И качество тоже очень неплохое. Сидит очень хорошо, с размером угадал.
Мы находимся напротив здания администрации Дубая, и тут такая прекрасная площадка спортивная, где есть брусья, турники и всякого рода тренажеры. Мы поддерживаем здоровый образ жизни и пришли сюда. В здоровом теле здоровый дух, как говорится. Чуть не уснул. Новая страна – это новые трудности, которые приходится преодолевать каждый день. И это нелегко, когда ты не знаешь никого и не знаешь, чем себя занять. Многие впадают в депрессию, и лучший способ избежать этого – это занять себя спортом и чем-нибудь полезным. Так что побольше подходов, питайтесь правильно, уповайте на Аллаха, делайте дуа, создавайте причины, и у вас обязательно все получится, иншаллах. Доброе утро из Дубая, у нас сегодня новый день, и мы находимся на рынке Дейра. Здесь рыночная жизнь начинается с 11-12 часов, не так как у нас, с 8. И здесь можно купить различные вещи, начиная с айфона, заканчивая генератором. Мы должны поехать за разрешением на съемки и допьем вот этот чудесный чай, называется карак, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, то исправьте меня в комментариях. Чай со специями, индийский чай. Пожелайте нам удачи, а мы двигаем дальше. Вопрос на разрешение видеосъемку я уже решил, сказали, что дальше уже проблем не будет, меня одобрили, слава богу. И на этой прекрасной ноте я хочу закончить этот выпуск. Если вы не подписаны на канал, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий. Да, эти ролики набирают очень мало просмотров, но все равно я продолжаю снимать контент. Будет просто прекрасно, если вы меня поддержите в этом. И ждите новые выпуски из Дубая. Так что мы с вами не прощаемся. Увидимся очень скоро, иншаллах.